С 18 апреля по 18 мая 1867 года на трапезунских баркасах горцы были вывезены в Турцию. В источниках достаточное количество сведений о том, что положение переселенцев было катастрофическим. Уже во время переселения от голода, морской болезни, дизентерии и других проблем погибла масса людей. Шкипер одного турецкого баркаса сделал пометку на патенте, что отправлено из одного пункта Абхазского побережья 140 человек, а прибыло на место в Трапезунд всего лишь 35. 18 апреля 1936 года Союз писателей Абхазии совместно с Абхазским обкомом комсомола с участием молодежи в помещении клуба Совпрофа Абхазии провел читательскую конференцию, посвященную обсуждению романа Александра Фадеева «Разгром» с участием автора. К этому времени Николаем Патеепа уже был переведен на абхазский язык этот роман. 18 апреля 1967 года в Сухуми состоялось собрание партийно-хозяйственного актива Абхазии. С докладом о постановке воспитательной работы среди трудящихся в связи с подготовкой к 50-летию Великого Октября выступил Валериан Кубахия и первый секретарь ЦК Компартии Грузии Мжаванадзе, который в связи с апрельскими событиями несколько дней находился в Абхазии. Он же сообщил об указе председателя Верховного Совета Грузии о восстановлении абхазских названий некоторых сел Абхазской АССР. 18 апреля 1983 года учрежден Международный день памятников и исторических мест. В Абхазии эту дату отмечают с 1990 года, когда было создано Управление охраны историко-культурного наследия. В список охраняемых государством памятников истории и культуры Абхазии включено до 1500 объектов. 18 апреля 2011 года президент Международной федерации домино Лукас Гитард поддержал Абхазский оргкомитет по проведению чемпионата мира по домино в Сухуми. 18 апреля 2012 года президент Российской Федерации подписал указ о награждении руководителей экспедиции Матвея Шпара и Бориса Смолина орденами мужества. Участники экспедиции водрузили на Северном полюсе флаги Российской Федерации и Республики Абхазия. 18 апреля 2013 года в Нальчике в Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась выставка абхазских художников «Аймадара». На выставке были представлены скульптуры Виталия Джения, живописные и графические работы Виссариона Цвижба, полотна художника-графика Батала Джапуа, графические работы художника Тимура Кайтана, керамика Валентины Хурхумал, оружие, изготовленное художником-оружейником Тимуром Дзедзария. 18 апреля 1865 года родился Николай Спировский или Дмитрий, 8-й епископ Сухумский. Внес большой вклад в развитие Сухумской кафедры, способствуя строительству новых и ремонту старых церквей, открытию церковно-приходских школ. С первого дня своего пребывания на Сухумской кафедре ходатайствовал перед экзархом Грузии Никоном о даровании абхазцам права участвовать в выборах благочинного. Поддержал право абхазов совершать богослужения в абхазских приходах на абхазском языке. Активно работал по вопросу перевода богослужебных книг на абхазский язык. 18 апреля 1915 года родился Кязым Агумаа, писатель, поэт, драматург. Печататься начал в 1934-м. Работал в редакции газеты «Апснахапш». В годы Великой Отечественной войны сражался в партизанском отряде в Брянских лесах. Основные произведения Агумаа – лирические стихи, баллада «Свирель», повесть «Узник», пьеса «Большая земля» и другие – посвящены военно-патриотической теме. Кязым Агумаа перевел на абхазский язык армянский эпос «Давид Сосунский», поэму Тараса Шевченко «Сон» и другие произведения. 18 апреля 1924 года родился Георгий Дермановский, герой Советского Союза, автоматчик 384-го отдельного батальона морской пехоты Одесской военно-морской базы Черноморского флота, родом из Сухума. В 1944 году Дермановский участвовал в боях по освобождению Николаева. Под покровом ночи на лодках, под холодным дождем и снегом советские бойцы провели смелую операцию, высадившись в тылу у противника, удерживали плацдарм до подхода основных сил.
Отбили 18 ожесточенных атак противника. Почти все воины из этого отряда геройски погибли. Среди них был и наш соотечественник Георгий Дермановский. Все участники этого десанта были представлены к званию Герой Советского Союза. 18 апреля 1940 года родился Валерий Хинтба, государственный партийный деятель, полковник внутренних войск МВД СССР. В разные годы был министром внутренних дел Абхазии, первым секретарем Абхазского обкома партии, работал в ЦК Компартии Грузии. Был директором Нижнеширского цитрусового совхоза, избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР 3 созывов и Верховного Совета СССР. 18 апреля 1952 года родился Валерьян Тарба, керамист, член Союза художников СССР и Абхазии с 1986 года. Работы находятся в Абхазском государственном музее, картинной галерее, а также частных коллекциях Москвы, Польши, Чехословакии, Италии. 18 апреля 1953 года родился Надар Пилия, заслуженный работник культуры, кавалер ордена Ахтябша 3-й степени. В послевоенные годы работал министром культуры Республики Абхазия в аппарате правительства, заместителем и первым заместителем министра культуры. В настоящее время заместитель министра обороны Республики Абхазия, статс-секретарь. За последние 10 лет в день 18 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2015 году – 22 градуса, самая низкая в 2009 – 7 градусов.